Летние каникулы – возможность для подростков не только отдохнуть, но и заработать и набраться трудового опыта. Чтобы помочь в этом, в России создадут перечень рекомендованных для них профессий. Он может создать четкие алгоритмы трудоустройства несовершеннолетних. Кроме самих профессий, для работодателей создадут перечни документов, которые нужно оформить при трудоустройстве несовершеннолетних по конкретной профессии. Подросткам также подпишут пакет документов, который необходим для трудоустройства по каждой специальности. В России первый трудовой опыт до 18 лет получает каждый 10-й подросток, сообщил ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. В 2023 году центры занятости помогли найти подработку на каникулы для 600 тысяч молодых людей. Больше всего предложений для подростков в сфере продаж. На них приходится 8,3% всех объявлений о работе для несовершеннолетних, сообщили в Авито Работа. Далее следуют работодатели в сфере производства, сырья и сельского хозяйства. Много вакансий для подростков в сфере маркетинга, рекламы и пиар. В среднем заработок подростка составляет 43,4 тысячи рублей. За год он вырос на 13,2 тысячи рублей. Доходы сильно разнятся в зависимости от региона. В Калужской области самые высокие доходы несовершеннолетних – около 80 тысяч. Самая низкая зарплата подростков в Костромской области – 4 тысячи. В Забайкальском крае – 8 тысяч рублей. При этом в обоих случаях за год произошло существенное снижение зарплатных предложений для молодежи. Сегодня самые высокие зарплаты предлагают подросткам торговые организации. Работа курьером или сборщиком, упаковщиком заказов дает максимальный доход. А вот творческие специальности, такие как аниматор, актер и копирайтер, большого дохода не принесут. Профессии могут сильно отличаться по возрасту допуска к ним несовершеннолетних. К примеру, на водительские права можно сдать 17 лет, но работать водителем до 18 лет все равно не получится. Мастеров по маникюру не нанимают младше 16 лет. К тому же сильно разнится список документов, поэтому необходимы рекомендации, которые помогут подросткам разобраться в том, на какие специальности не могут быть приняты. Одобряют трудоустройство школьников на летних каникулах 88% россиян, свидетельствуют результаты опроса НАФИ, проведенные для «Российской газеты». При этом взрослые заинтересованы в занятости молодежи больше них самих. Вступает за работу школьников во время летних каникул 93% людей старше 35 лет. С 45 лет доля поддерживающих занятость увеличивается до 95%. А вот молодежь до 24 лет гораздо реже одобряет раннюю работу. Среди них 75% выступают за летние подработки, хотя доля тех, кто «за», очень высока. К тому же отрицательно к ранней работе относятся лишь 14% молодых людей. Бизнес участвует в разработке мер, направленных на снижение кадрового голода на рынке труда. Ряд инициатив сейчас сформирован деловой Россией, сообщил председатель Санкт-Петербургского регионального отделения организации Дмитрий Панов. В деловой России также предлагают развивать удаленный формат работы, особенно для вовлечения в трудовую деятельность лиц пенсионного возраста и людей с ограниченными возможностями. Власий Сергеев, Юрий Осипов, Якутск.